Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, мир и милость посланнику Аллаха Мухаммаду и всем его сподвижникам. После этого мир вам, милость Аллаха и его благословение. Уважаемые мусульмане, братья и сестры, сегодня мы поговорим о том, как посланник Аллаха презирал ложь, отклонение от истины даже в шутку, и как он остерегал своих сподвижников от этого. Как известно, говорить неправду, ложь, заниматься несправедливостью — все эти дела разрушают человечность, мужество, превращают человека в низкое существо. Это пятно, которое невозможно стереть ничем и никогда. Кто совершает такое деяние неоднократно, перед глазами людей становится лжецом, люди перестают верить в него. Ему не разрешается быть свидетелем в делах, также на него невозможно полагаться ни в чем. Называя себя мусульманином, проповедуя ислам, верующий обязан стремиться к правильности, отдаляясь от лжесвидетельствования и неправды, избегая любого проявления лжи, даже если она произносится в шутку. Услышав же неправду и сталкиваясь с ее проявлением, настоящий мусульманин не должен молчать, он должен остановить обман, поскольку если он ничего не сделает для этого, то, как считает ислам, сам станет лжецом и будет грешным точно так же, как и тот, кто ее произнес. На него ляжет точно такой же тяжкий грех. Пайгамбар алейхиссалату вассалям Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что ложь и несправедливость являются одним из признаков и частей лицемерия. А как Всевышний не любит лицемеров, мы знаем. Также Всевышний говорит в Коране: «Да будут прокляты лжецы». Зная эти хадисы и аяты, как же усердно человек должен беречь свою репутацию, человечность и мужество. Почему же Абу Бакру дали прозвище Сиддик? Потому что он всегда говорил только правду. Почему в Коране упоминаются Сиддикин? Потому что они были правдивы и праведны в своих делах, поведении, речах и в сердцах. Никакая опасность не удерживала их от правды, большая или маленькая. Да смилостивится над нами Аллах. Приведем небольшой рассказ на эту тему. Имам Табрани привел его в своих хадисах, и имам Ахмад в своей книге «Муснад». Да будет доволен ими Аллах. У нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был один сподвижник Хавват, сын Жубайра, да будет доволен им Аллах. Он рассказывал, когда они вместе с пророком возвращались с одного из походов недалеко от Медины в местечке Муратус-Захран, между Меккой и Мединой, остановились и разбили лагерь для отдыха. С ними были и женщины, и мужчины. Палатка Хаввата оказалась близко к палатке нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Хавват говорит, что в один день, когда он вышел из своей палатки, он увидел женщин, сидящих вокруг источника. Восторженный, он зашел в свою палатку, переоделся в свою лучшую одежду, вышел и присел возле этих женщин, разговаривал с ними. В это время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из своей палатки. Он увидел меня, и я увидел его. Он обратился ко мне: «О, отец Абдуллаха, что ты делаешь среди этих женщин? Что тебя держит среди них?» При этих словах Хаввату стало стыдно, и из-за этого он сказал слова, не соответствующие истине. Хавват сказал: «У меня сбежал верблюд, и я ищу веревку, чтобы его поймать и завязать». Хавват сказал неправду, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал это. Пророк пошагал, и Хавват отправился за ним. Пророк отправился совершать омовение. После этого он вернулся к Хаввату и сказал ему: «О, отец Абдуллаха, что же случилось с твоим сбежавшим верблюдом?» Хаввату стало стыдно. Он не знал, как ответить ему, ведь он сказал неправду. После этого каждый раз, когда посланник Аллаха видел Хаввата, он спрашивал его об этом, пока они не доехали до Медины. Хавват избегал пророка, так как ему было неловко перед ним. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, посредством этих вопросов учил своего сподвижника, чтобы он отошел от своей неправды, воспитывал его.
Хават отправился в мечеть в Медине, избегая встречи с пророком, зашел и начал совершать намаз. В это время посланник Аллаха тоже пришел в мечеть и приступил к намазу недалеко от Хавата. Посланник Аллаха завершил свой намаз, сел в мечети и не уходил. Хават начал удлинять свой намаз, надеясь, что пророк выйдет из мечети. Посланник Аллаха сказал Хавату, который еще не завершал свой намаз: «О Хават, о отец Абдуллаха, хочешь — удлиняй, хочешь — завершай, но я не уйду, пока ты не завершишь свой намаз». Хават, находясь в намазе, подумал, что непременно скажет правду пророку и извинится перед ним, тем самым освобождая его сердце от этого недовольства. Завершив намаз, Хават повернулся к пророку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Хавату: «Мир вам и милость Аллаха, о отец Абдуллаха». Что же случилось с этим верблюдом и веревкой? Хават сказал: «О посланник Аллаха, с того дня, как я уверовал во Всевышнего и его посланника, мой верблюд никогда не сбежал. Я сказал неправду, я согрешил». После этих слов посланник Аллаха улыбнулся и помолился за Хавата 3 раза. Он сказал: «Да смилостивится над тобой Аллах, да смилостивится над тобой Аллах, да смилостивится над тобой Аллах». Хават говорит: «Клянусь Аллахом». После этого на протяжении всей оставшейся жизни посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ни разу не упоминал об этом, ни разу не упрекнул. Абдуллах ибн Амар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды у нас дома был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Моя мама позвала меня словами: „Иди ко мне, я дам тебе одну вещь“». Услышав это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил маму: «Что ты хотела ему дать?». Мама ответила: «Я хотела дать ему финик». Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы ты не дала финик, это зачлось бы тебе как ложь». Этот рассказ свидетельствует о том, что посланник Аллаха остерегал своих сподвижников и людей этой веры от лжи, неправды и несправедливости, будь она маленькой или большой. Он не нарушал свой договор, свое слово, свою подпись со всеми, даже с неверными, никогда не говорил неправду и не разрешал говорить ее своим сподвижникам. Он говорил: «Ложь ведет к греховному, а греховное в ад. Истина ведет к благому, а благое в рай». Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Я тоже иногда шучу, но клянусь Аллахом, в моих шутках я никогда не говорю неправду». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, избегал лжи, так как мужчине, тем более мусульманину, не подобает говорить неправду, поступать нечестно даже в шутку. Ложь унижает человека перед людьми, перед Всевышним, удаляет от сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, дискредитирует. Люди всячески сторонятся лживого человека. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил свою умму избегать неправды и лжи, потому что она непристойна мусульманам, женщинам и мужчинам. Да смилостивится над нами Аллах. Да поможет Он нам, нашим семьям, всей умме говорить правду и избегать лжи.